ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Моя семья – мое богатство. 7 человек, семья. Рустам Минниханов и его супруга провели торжественный прием семей республики. Для кого семья – это самое святое, узнал и Рамиль Шайдуллин. Второй день соревнований на WorldSkills. Вчера был самый сложный день, потому что начать, и самый сложный, конечно, будет последний день. Вот, сегодня второй день, такой экватор. Как показывают себя татарстанцы, увидел Салават Мухаммадуллин. 11-й международный этнический фестиваль. Такие дудки у каждого народа фактически есть. Про символы прошлого Лилия Кашфарова. Хочешь развлечься и хорошо провести время, езжай в Казань-Экспо. Масштабы поражают, конечно. Это, знаете, такое, можно убедиться, что Россия богатая страна. Как на чемпионате WorldSkills проводят время казанцы и туристы со всего мира, увидел Сергей Хайдар. Папа, мама, я, счастливая семья. Больше 50 татарстанских семей сегодня чествовали в Казанском Кремле. Здесь состоялся прием от имени Рустама Минниханова и его супруги, посвященный лучшим семьям республики. Многодетные семьи, те, кто в браке 30 и более лет, и многие другие рассказали о том, что они считают секретом семейного счастья. Рамиль Шайдуллин с подробностями. 5 детей. Домохозяйка. Город Альметьевск. За такое всегда награда. Медали «Она дана», материнская слава теперь будут сиять на лацканах пиджаков многодетных мам. Их награждают на приеме от имени президента республики и его супруги. Вы являетесь образцом, семья, дети. И, конечно же, дети – это наше будущее. И вот то воспитание, которое мы сумеем и передать нашим детям, это на века. Одна из таких мам, для которых смысл жизни – семья и дети, Надежда Каткова. Я думаю, просто надо любить детей, растить, как говорится, вот это в этом счастье. Сначала у них родились 2 девочки, потом еще близняшки, спустя время мальчик. Собрать их всех в одном месте задача не из простых, но помогает одна мудрость. Стараемся, чтобы дети росли занятыми, работой, трудом, огород, помогали родителям. В родном Альметьевске знают, Катковы одни из самых многодетных горожан. 5 детей плюс родители, получается 7. Мы уже собрались остановиться, достаточно. 7 человек, семья. Сегодня в Кремле около 50 пар, тех, кого можно назвать и примерными семьянинами, и любящими родителями, и, конечно, тех, кто одновременно объединяет в себе все эти качества. Пока-пока, Арина, пока-пока. А вот семья челнинца Рафиса Мусина одна из самых спортивных. Глава семейства, президент Республиканской Федерации Таэквондо. Не искали на улице своих детей. Я знал, что у них учеба, спортзал. Это до 18 лет. Они оба высшие учебные заведения закончили, сейчас свои семьи также. В спорт ушли и дети, теперь приобщаются внуки. Дед помогает и дает советы, а внуки придают сил на его новые победы. Поддерживает семья, дети, супруга. Я думаю, в основном в этом и заключаются все секреты. У каждого, кто сегодня в кремлевском зале, похожие истории. Дети, внуки, крепкие семьи, но именно их, эти вечные ценности, все они и считают главными. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сантальцев, Илюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, Ильшат Аюбов и Рамиль Закиев. ТНВ, Альметьевск, Набережные Челны, Казань. Весь день с одним перерывом и под контролем экспертов. Так продолжают соревноваться в 56 компетенциях больше 1000 участников WorldSkills. Строители уже заливают бетон, роботы начинают двигаться, а пекари уже все испекли. С полей мирового чемпионата Салават Мухаммадуллин. Вспышки фотокамер, сотни глаз и заметки экспертов. А для нее существует только пациент. Это Аделина Вуколова. Студентка Казанского медколледжа представляет Россию в компетенции медицинский и социальный уход. Задача – реабилитация и жизнь после инсульта. Утюг, гладильная доска, манекены, швейная машинка – это компетенция технологии моды. И вот судя по данному эскизу, задача здесь – сшить 4 женских вечерних наряда. И выполняет ее за медаль в копилку нашей сборной Эвелина Алтунян. Девушка явно не торопится и все делает спокойно. И правильно, с вечерним нарядом спешка ни к чему.
Через ряд от модельеров режут металл и закручивают гайки. Это компетенция сантехники и отопления. В честь сборной России здесь отстаивает представитель республики Дмитрий Малинов. У парня, похоже, все под контролем. Немного тише, но не менее жаркая борьба в павильоне, где соревнуются в компетенциях программные решения для бизнеса, облачные вычисления и вот рядом со мной информационные кабельные сети. Здесь, кстати, сборную России представляет татарстанец Ислам Нигматуллин. Разговаривать нам нельзя, поэтому желаем ему удачи мысленно. Не отвлекается на зрителей и даже на посторонние шумы и Иван Жуков. Занимается веб-дизайном, член сборной страны из Казанского техникума информационных технологий и связи. На соревнованиях со своими наушниками и клавиатурой. Судя по мониторам, у него прямая борьба с коллегой из сборной США. Сегодня здесь мы встретили и нашего старого друга Джина Новака. Еще позавчера с ним мы вместе играли в футбол. Сегодня о том весельчаке ничего и не напоминает. Он участвует в компетенции «Информационная безопасность». Вчера был самый сложный день, потому что начать, и самый сложный, конечно, будет последний день. Вот, сегодня второй день, пока тоже все поступаем. У нас сегодня есть одна компетенция, которая завершает. Это хлебопечение, Даша Мальцева. Это лишь второй день соревнований на чемпионате мира, и это даже не экватор. Пока же точно можно сказать, что татарстанцы достойно представляют сборную нашей страны, и никто с дистанции не выбыл. Салават Мухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Видеоопрос участников и гостей WorldSkills «Как вам Казань?» Смотрите в интернет-газете «Реальное время». Герой Советского Союза, герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев в Казани. Здесь он, как посол WorldSkills, встретился с казанцами и гостями столицы в Горкинско-Аметьевском лесу. И под открытым небом отвечал на вопросы. Напомним, на 45-й чемпионат WorldSkills заявлено 10 послов. И каждый из них уникален в своей профессии. Стоит ли космонавтам бояться роботов? И есть ли любимая звезда? Ответы на вопросы услышала и Алия Хайрудинова. Хотел быть космонавтом, у меня это решение было достаточно осознанно. Очень скромный, почти без эмоций о самой звездной профессии летчик-космонавт Сергей Крикалев в качестве посла WorldSkills в Казани. Сегодня герой Советского Союза, герой России открыто отвечает на все вопросы казанцев и гостей столицы Татарстана. Будут менять живых людей на металлических космонавтов? Робот, скорее так, это попутный груз. Кому-то интересно, выходил ли Сергей Крикалев в открытый космос? Всего в космос я выходил 8 раз, в разных полетах, по-разному это дело происходило, с разными задачами. А кто-то настроен на романтику. Небесный объект, за которым вы периодически в жизни наблюдаете. Раньше нас достаточно хорошо учили созвездием, потому что эти звезды были навигационные. Еще долго рекордсмена по пребыванию в космосе, а это 803 дня не отпускают. Берут автографы и делают памятные фото. Больше думаю, наверное, о будущем наших детей, о том, какие профессии им выбирать. Это для меня вот прикосновение к легенде. Они на самом деле в чем-то близки к тому, что происходит в космосе, когда мы в течение одного дня вынуждены быть и учеными, и пилотами, и инженерами, и техниками. Сергей Крикалев посещает и Казань-Экспо. После конференции осмотр соревновательных площадок, встреча с коллегами по чемпионату. Мы собираем всех вместе, и начинается рост, обмен навыками. И тут срабатывает человеческий интерес, как ты можешь применить эти навыки. И это очень важно для нас, это и есть рост. На чемпионат заявлено 10 послов, а значит и встреча не последняя. И такие лектории в Горкинско-Аметьевском лесу не последние. К примеру, уже завтра состоится встреча с Ниной Тарасовой. Кондитер мастер-классы проводить не станет, а вот секреты вкусных сладостей раскроет. Ну а тем, кому интересны новые навыки, до конца чемпионата в парке будет работать ярмарка профессий. Алия Хайрудинова, Юлия Муратова, Алмаз Зиединов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Он просто любил жизнь. Российская журналистика на этой неделе простилась с Андреем Роутом. Основатель Казанской научной школы журналистики ушел на 92-м году жизни. Оставшись непревзойденным мастером слова и в хорошем смысле плодовитым учителем, за свою карьеру он дал путевку в большую жизнь сотни журналистов страны. Хотя сам до последнего оставался верен книгам и науке. Каким был легендарный нестареющий профессор, узнал Рамиль Шайдуллин.
Он мог рассмешить одним словом, но никогда и никому не давал повода для грусти. Все знали, где Андрей Александрович, там жаркие и интересные дискуссии. А как иначе, когда ученики – одни журналисты? Речь идет о человеке, который стоял у истоков журналистского образования в КГУ. Именно он создал кафедру журналистики, самую первую в Поволжье. В нее он вложил все, что знал сам, в том числе по войне. В 40-е он основал газету, в которой общались люди с фронта и тыла. Это сегодня есть интернет и соцсети. Тогда о таком и не мечтали, говорил Андрей Александрович в интервью нашему телеканалу. Вскачь сейчас работает. Объемно стали мы отражать. Стремимся не только современность, но и памятные исторические события. Но мог ли знать, что мир шагнет так далеко вперед маленький мальчик, который рос в Казани 30-х годов? Все детство и юность его прошла на улице Федосеевской, на берегу Казанки. Вот. Казанка – это его самое любимое место в мире. То ли к чему стремились, теми ли путями шли. Человек вне времени, так Мэтра вспоминают его ученики. Нельзя его какому-то времени приписать. При том, что сказать, что он такой был приспосабливающийся и гибкий, тоже невозможно. Он даже свою фамилию, род, это немецкая фамилия, просил не склонять. Больше чем за 50 лет работы на родной кафедре он выпустил сотни мастеров пера. Жму и кулак, вот как Ротфронт. А что это значит? Это приветствие его. Когда я ему звонил последние даже годы, он старался со мной на татарском языке общаться. Это было просто удивительно. Он же учитель вообще всех наших сегодняшних с вами действующих журналистов, медийщиков. Всех людей, которые сегодня возглавляют федеральные, региональные, не только татарстанские, но и во многих регионах России, средства массовой информации. 11 лет гуру, как его называли ученики, боролся с тяжелой болезнью, но она оказалась сильнее. Андрей Роот ушел из жизни в возрасте 91 года. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, Рамзиль Гарипов, Диляра Юсупова и Андрей Ключников. ТНВ. Казань. Мексиканская такко, немецкие колбасы, грузинские сулугуни, кухни мира в одном месте. Самая вкусная еда сегодня в Казани. В столице республики проходит гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». 70 ресторанов, авторские рецепты и кулинарные мастер-классы. О необычных угощениях из стран заморских. Вероника Гайнудинова. Азиатская, кавказская, средиземноморская, европейская. На любой вкус и в одном месте. Это главное гастрономическое событие года – фестиваль «Вкусная Казань». Мы готовим тако на кукурузной лепешке. Тако – традиционное блюдо мексиканской кухни. В переводе «легкий обед». Вот и в самой Мексике это стритфуд. Делают при вас и можно быстро перекусить. Энчиладу, допустим. Такую еду надо смотреть, наблюдать, пробовать, изучать. Потому что она готовится на гриле при гостях, и все могут это увидеть прекрасно. Сеньоро! Грация, сеньора, грация! Рядом с Мексикой Удмуртия такое возможно только в Казани. В настоящей печи. Тут готовят перепечи. Очень многие о них не знают. И когда пробуют, им очень нравится. Добро пожаловать в нашу столицу Татарстана. И, пожалуйста, темляш булсын. Ну и как без нашей татарской кухни, здесь у нее отдельная зона. Тут же готовят баранину, а здесь уже жарится хворост пухаштыля. А это впервые бауырсак увидели итальянки. Впервые на таком гастрономическом фестивале. В первый раз пробую татарскую кухню. Совсем не похожа на нашу, итальянскую. Здесь 70 ресторанов и кафе из разных городов России. Можно не просто попробовать новые блюда, но и узнать секреты их приготовления на мастер-классах. Ни разу даже на таком фестивале не были, не видели. Так интересно, разная кухня, разные национальности, разные традиции.
Манты нравятся очень, потом шашлыки, плов и треугольники. «Вкусная Казань» уже в 6-й раз собирает десятки тысяч гостей. В прошлом году фестиваль получил гран-при национальной премии в области туризма и назван одним из главных гастрономических событий в России. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. От самых корней до наших дней этносы мира объединились на 11-м фестивале «Крутушка». 3 дня в Татарстане будет звучать этническая музыка из Франции, Венгрии, Индии, разных регионов России. Можно потренироваться в древних ремеслах, поучиться народным танцам и угоститься традиционным кушаньем. О том, как сохранить связь с землей, расскажет Лилия Кашфарова. Это сакпипа, шведская волынка, а это Иван Назаров. В его мастерской создаются жалейка, свирель, вистл и даже поющие орешки. Культуры разные, принцип один – дуй и играй. Такие дудки у каждого народа фактически есть. Вот. Можно на нем, на этой свирели, можно на ней сыграть что-нибудь, ну не знаю, кельтское, и она сразу станет вистл называться от этого. То есть вот. Кроме Ивана, еще 200 мастеров вырезают из дерева домовых, ткут на бабушкиных станках, куют в кузнице гвозди, лепят из глины. Вышивают узоры от сглаза на рубахах и учатся танцевать в припрыжку, как предки. В связи вот с этой информационной революцией нужно постараться сберечь традиционную культуру. На угощение фрукты, овощи, перепечи, квас и сбитень на меду. Попробовать традиции на вкус собрались со всей страны. Крым, Удмуртия, Сибирь, Урал. Столько всякого прекрасного в первый раз вижу, этнического в одном месте собрано. Традиции для молодежи передать это очень хорошо, да, потому что уже постепенно забывается это все. Езжу в основном слушать музыку на этот фестиваль. Фестиваль ждет более 5000 гостей. На Крутушке можно спать в палатке, есть груши и помидоры, танцевать под барабаны, но главное – музыка. На этой сцене выступят музыканты из Франции, Венгрии, Индии и разных уголков России. Например, из Тувы. Но атмосфера фестиваля сохраняется даже здесь. И концерт ты смотришь, сидя на такой вот тюк сена. Лилия Кашфарова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. Приветствия на разных языках, песни и танцы с национальным колоритом. В эти выходные Казань погрузилась в атмосферу праздника и гостеприимства чемпионата мира WorldSkills. Сегодня большая развлекательная программа в парке Горького была посвящена африканским странам. Жители и гости города смогли поиграть на барабанах и потанцевать под зажигательные ритмы Черного континента. Рассказывать о национальном колорите WorldSkills будут на протяжении всего чемпионата. Завтра в программе знакомство с американской культурой. Это круто, посмотреть это барабаны, играете, или... Да, очень круто, красиво. Мы специально приехали на мастер-класс по барабанам, и вообще супер организация, праздник для всего города. Наслаждаемся, веселимся. Это неофициальная часть, где все участники, горожане и туристы могут приобщиться к разным культурам. А конкретно в парке Горького у нас каждый день посвящен определенной стране, определенному континенту, потому что мы все-таки мировой чемпионат, и нам важно показать разные культуры, разные направления. Профессии и развлечения на любой вкус, татарская шурпа для иностранных гостей и море из туристов. Казань-Экспо. Суббота стала отличным поводом увидеть второй соревновательный день чемпионата WorldSkills для 1000 зрителей. В Казань-Экспо их бесплатно доставляют на шаттлах, и по прибытию развлекательная программа. Всего за дни чемпионата соревнования посетят больше 250 тысяч гостей. Каким они запомнят WorldSkills в Казани, предполагает Сергей Хайдаров. Если до этого дня вы еще не успели побывать на чемпионате WorldSkills, то вы уже многое потеряли. Сегодня второй соревновательный день. Это самый разгар борьбы. Зрителей до Казань-Экспо доставляют бесплатные шаттлы с 3 точек города. Торговый центр «Мега», Леруа Мерлен, что на Оренбургском тракте. Ну и, собственно, здесь станция метро Дубравная. Как видите, бесплатный шаттл нас уже ждет, поэтому можем отправляться в путь. Как видите, здесь в автобусе тоже не протолкнуться, очень много людей. Это несмотря на то, что бесплатные шаттлы отходят каждые 10-15 минут. Но, собственно, ехать, как обещают сами водители, нам недолго, не больше получаса. Мне, например, очень удобно, близко к дому расположен. Добираетесь сразу до Казань-Экспо. И вот после смены также могу вернуться домой спокойно. Хотим посмотреть, там какой-то трактор, говорят, есть с новыми функциональными возможностями. Потом какой-то
пути зрителей перед Казань-Экспо, это, конечно же, досмотр. Но он проходит достаточно быстро. Главное, с собой не проносить стеклянную тару и еду. Здесь на чемпионате не только торжество профессии, но и самый настоящий праздник живота для всех приехавших сюда гостей. Вы можете обратить внимание на фуд-зону. Это то место, где, собственно, все гости могут спокойно покушать. Здесь есть абсолютно на любой вкус угощения. Ну и прошу прямо сейчас обратить внимание сюда, потому что здесь очень интересное что-то происходит. К примеру, вот в этом вот сосуде будет готовиться самая настоящая шурпа. Ну а прямо сейчас заготовки к этой самой шурпе делаются прямо здесь. Все, как говорится, в самых лучших традициях татарской кухни. Как вы думаете, иностранным гостям вот шурпа татарская понравится? Мы 2 раза угостили, понравилось очень даже. Рецептура, наверное, та же самая, что и в Казахстане. Вот, потому что она сделана из баранины. Хорошее место, здесь есть абсолютно все. Мы гуляем целый день и еще не все обошли. Вот остановились перекусить, очень вкусно. Давайте с вами пройдем дальше. Прямо сейчас мы находимся в святая святых чемпионата WorldSkills. Это один из тех самых павильонов, где и проходят соревнования. Как видите, здесь очень много людей туда-сюда курсируют вот такие вот экскурсионные группы. Как видите, эта группа у нас, судя по курткам из Тверской области. Давайте попробуем спросим, что они уже увидели. Молодой человек, здравствуйте. Вы из Тверской области, правильно? Да, из Тверской области. Скажите, пожалуйста, что вы уже успели сегодня увидеть? Вот самое крутое, то, что вы сегодня видели. Самое крутое, что сегодня видел, честно, это малярное искусство. Как ребята клеили обои, красили стены. Мне очень понравилось, и я сам в этом заинтересован. Body treatment and facial treatment. Эпиляция, мейкап, наращивание ногтей. Сегодня я внимательно смотрю, как и какими материалами работают участники. Чему-то учусь, ведь я сама работаю в бьюти-индустрии. Масштабы поражают, конечно. Это, знаете, такое, можно убедиться, что Россия богатая страна, а мир богат на умельцев. Хорошего дня, давайте 5. Если вы хотите попасть на чемпионат мира WorldSkills, то вам следует поторопиться, потому что соревнования здесь, в Казань-Экспо, будут идти еще на протяжении всего 2 дней. Это воскресенье и понедельник, но уже во вторник, к сожалению, будет закрытие чемпионата. И этой сказкой нужно насладиться, пока она в нашем городе. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На этом пока все. Далее информация о погоде. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он 21:30. Всего вам доброго. Всем привет! Сегодня с утра проснулся с мыслью о том, что скоро уже закончится лето. Но до конца лета еще несколько интересных событий. WorldSkills, День города и республики и многое другое. Об этом обо всем можно узнать из сети. Откуда, собственно, и наша очередная еженедельная подборка интересных и забавных новостей интернета. Это рубрика «В сети». Начнем! Член сборной России по BMX фристайлу Ирик Рязаев построил трек в Казанском Кремле и очень эффектно прокатился по нему. Видео уже разлетелось по всему Рунету и даже попало в инстаграм нашего президента, который поставил ему палец вверх. Молодец! Все в комментариях восхищаются спортсменом, но задаются только одним вопросом. Почему шлем не в форме тюбетейки? Думаю, это был бы отличный пиар. Я сейчас, видимо, придумал новый бизнес. Думаю, уже все знают, что 8 сентября пройдут выборы в Госсовет Республики. И на этой неделе все мы с вами увидели оригинальное приглашение на участки. Ролик оказался настолько нестандартным, что взорвал не только татарстанские паблики, но и российские. Водоводный треугольник, идеальный кандидат, ровный, вкусный и умелый, каждый мне безумно рад. Но вы поняли, да, что идеальный кандидат – это эшпышмак. Сейчас уже все, наверное, представили, что бы было, если бы в Госсовете сидели эшпышмаки. Пользователи креатив оценили. Они, кстати, каждый день голосуют за эшпышмак в буфете. 30 августа пройдет День города и День республики. Как всегда, планируется большой праздник, но в сети обсуждают не праздник, а то, что Ниагарский водопад окрасится в цвета татарстанского флага. Именно так татарская община Монреаля решила поздравить родную республику с праздником. Так что 30 августа в 22:00 по местному времени заходим в инстаграм на страницу Монреаль Татар и смотрим прямой эфир.
В этот четверг прошла церемония открытия чемпионата мира WorldSkills. О том, как все там прошло, думаю, уже все знают из новостей. А что было интересного в сети? Одна зрительница, смотревшая трансляцию по телевизору, увидела то, что, по ее словам, ждали многие после Олимпиады в Сочи. Да-да, друзья, Дмитрий Анатольевич снова уснул. Устал. Похоже, настолько насыщенный был его визит в Казань. Но в конце церемонии он все же реабилитировался, продемонстрировав свой татарский язык. Добрый вечер. Херле Кич. Привет, Казань! Ждем фото и видео с соревнований и вечерних мероприятий чемпионата. А сейчас даже традиционная рубрика в сети с президентом. Неделя президента в Инстаграме началась, конечно же, с традиционной площади Свободы. Затем напомнил всем подписчикам, что 2019 год – это год театра в России. И здесь у нас небольшая инфографика про театры в Татарстане. Ну а дальше все фотографии и видео посвящены чемпионату WorldSkills. Тут и сами участники, и встречи с делегациями, и, конечно же, особые гости. Большая часть лета уже прошла, и мы совместно с поисковой системой Яндекс составили несколько топов про лето в городе. Про то, как отдыхали пользователи этим летом. Во-первых, туристические направления. Куда хотели поехать отдыхать россияне? И знаете что? Казань есть в этом топе на 14 месте. На следующий год будем на первом. И тут, конечно же, у нас самый главный вопрос века. На чем больше любят окрошку? На кефире или на квасе? Ну, как видно, больше на квасе. Причем можно увидеть даже в каком регионе что больше любят. В Татарстане, как оказалось, больше всего любят на квасе. Хотя я вот, например, на кефире. А вы? Также выяснили, куда больше всего ходили казанцы. На первом месте Казанский цирк, вторую строчку занимает Ижевский зоопарк. Ну, оно и понятно, наш-то пока ремонтируют. И на третьем месте концерт группы «Ленинград». Ну и, конечно же, среди популярных запросов, где и как пожарить шашлыки, что приготовить на пикник и самый важный вопрос – как похудеть. А вы худели к этому лету? На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Здравствуйте. О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер. 2-167-166. Или приходите в Казань, Восстание 23. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет пасмурно, плюс 20-21 градус. На северо-востоке Татарстана возможен дождь, плюс 20. На севере Татарстана велика вероятность осадков, плюс 19. На северо-западе республики будет плюс 18, пасмурно и сыро. На юго-западе Татарстана небо будет затянуто облаками, плюс 21. В центре Татарстана дождя не ожидается, плюс 22. Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». «Акбарсбанк» – это универсальный банк, предоставляющий все виды банковских операций на рынке финансовых услуг. Как для частных, так и для корпоративных клиентов. «Акбарсбанк» – банк решений для вашей жизни. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарсбанком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9%, а ровно 10,9%. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Ни больше, ни меньше. На этом все. Еще увидимся. В клиниках «Медэксперт» вы можете пройти диагностику мочеполовой системы у ведущих урологов и гинекологов, пройти УЗИ обследования экспертного уровня и получить необходимый курс лечения. А в честь нашего юбилея мы дарим 10% скидки на все услуги клиники. Прогноз погоды представлен сетью клиник «Медэксперт». «Медэксперт» – это опыт работы 10 лет.
3 медицинских центра, врачи высшей категории, современное оборудование и методы лечения. В Казани будет облачно, велика вероятность осадков. Днем до плюс 18. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление и влажность воздуха в норме. В магнитном поле Земли спокойно. Спонсор выпуска – аквапарк «Барионикс» на Гафури 46. Для вас комфортная детская зона, удобные раздевалки и автоматический подъемник кругов. Максимум отдыха по доступной цене. Аквапарк «Барионикс» – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать круги на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк «Барионикс» на Гафури 46.